настоящее время, да, мы видим, что потребность в вакцинации возрастает, желающих достаточно много. Есть группы риска, которые подлежат обязательной вакцинации. Прежде всего, это медицинские работники, работники образования, учителя, люди, которые работают в дошкольных учебных заведениях, то есть это детские сады, и работники социальной сферы. На сегодняшний день каждому человеку, который получил прививку, каждого человека, мы обязаны ввести в регистр вакцинированных от ковида. Согласно требованиям мы должны ввести СНИЛС. Если СНИЛСа нет, ввести в эту программу мы человека не можем. Для проведения вакцинации необходим осмотр врача, но есть противопоказания, которые не подлежат люди, имеющие эти противопоказания, не подлежат вакцинации. Прежде всего, это дети до 18 лет, беременные женщины, женщины, которые кормят грудью, лица с первичными и вторичными иммунодефицитами, онкологические заболевания, тяжелые аутоиммунные заболевания, прогрессирующие течения, а также острые заболевания и хронический период обострения. После проведения прививки люди находятся под медицинским наблюдением. Незначительное количество обратилось с жалобами на гриппоподобный синдром. То есть это незначительное повышение температуры, миалгии, артралгии, то есть болезненности, мышечная, озноб, вялость и головные боли. Более тяжелых каких-то реакций мы не наблюдали. Прививку я делал 5 февраля, следующую мне нужно делать через 21 день, это получается 26 февраля. Как мне сказали, если вы не болели, то ничего не будет. Но если вы где-то там по чуть-чуть переболели, может быть, даже сами это не заметили, у вас появились антитела, то, возможно, немного, скажем так, вы ее почувствуете. И в самом деле я и супруга ее почувствовали. У меня ночью поднялась температура примерно до 37,5. В принципе, на утро она уже пропала. У супруги температура держалась почти сутки. Но после этого все в порядке. Вероятность, конечно же, есть, как и после перенесенного заболевания коронавирусной инфекции. Все зависит от того, какая иммунная система человека, который вакцинирован. То есть есть определенный процент людей, которые не могут сформировать иммунитет. То есть либо его напряженность будет недостаточно, либо она снизится через определенное непродолжительное время после проведения прививки. Поэтому однозначно ответить на этот вопрос тоже невозможно. Я общаюсь с очень многими людьми, и на самом деле несколько знакомых переболели достаточно тяжело, серьезные поражения легких, и несколько знакомых, родственников знакомых, и просто ушли, скажем так, в мир иной. Поэтому я посчитал, что вакцинирование – это хороший способ обезопасить себя и, возможно, даже свою семью от напасти.